Памятник Минину и Пожарскому выполнен скульптором Иваном Мартасом. Памятник выполнен в стиле классицизма, что объясняется монументальностью форм и плавностью объемов. Монумент состоит из бронзовой скульптурной группы и гранитного пьедестала с бронзовыми барельефами. Пьедестал украшен барельефами с двух сторон и надписью «Гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия. Лето 1818». Минин скинутой рукой призывает народ на борьбу с польскими интервентами, другой рукой передает меч Пожарскому, чтобы тот возглавил ополчение. Широкий шаг и выдающийся вперед торс придают фигуре Минина уверенность и силу. Пожарский, опираясь на щит, изображением Спаса приподнимается с ложа и принимает меч из руки Минина. Нога его вытянута. Это показывает, что князь еще не оправился от ран, но готов последовать за призывом нижегородского старосты. Как и в гравюре, меч является центральным связующим звеном композиции, олицетворяющим единство народа. Скульптор выдвинул пожертвования нижегородцев на первый план. Позы женщин выражают торжественность происходящего. Преклонив колено, они плавным движением рук возлагают украшения на алтарь Отечества. За фигурами женщин стоит отец, отдающий ополчение двух сыновей. И здесь скульптор изобразил себя вместе с детьми. Оба сына скульптора попали на барельеф не случайно. Один, Алексей Иванович, в 1812 году сражался в армии Кутузова. Другой, Никита Иванович, был задержан и убит наполеоновскими солдатами во Франции. На обратной стороне барельефа изображена батальная сцена. Барельеф посвящен победе народных ополченцев во главе с князем Пожарским. Слева бегущие из Москвы поляки, с ужасом оглядывающиеся на победителей. Справа Пожарский, возглавляющий храбрых воинов, на коне топчет и прогоняет с мечом врага. В целом барельефы, находящиеся в неглубоких нишах пьедестала, дополняют сюжет основной скульптуры. В 1931 году в связи с реконструкцией Красной площади и строительством мавзолея Ленина памятник героям перенесли к Покровскому собору.